Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Слышно меня? Ва алейкум ассаляму ва рахматуллахи ва баракатух, шейх. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. После этого, иншаллах, мы уже закончили нашу книгу «70 больших грехов». Однако из книги имама Захаби есть дополнение, как мы сказали, «Джами'ун лима яхтамилу аннау мин кабаири». Вероятно, возможно, что эти перечисляемые нами хадисами, то, что пришло, где-то 38 грехов перечисляется хадисами. Хадис приводится, и там смысл греха имеется в виду. Эти 38 пунктов, получается, из греха кабаира сказано, баракаллаху фикум, вероятно, возможно. Итак, джами'у лима яхтамилу анну мин кабаири, тут первый пишется одной книги, субханаллах. Тут одной книге пишется номер 1, в другом 401. То есть 401, который мы перечисляли хадисы, доводы в книгах Кабаира. Каля набию саллаллаху саллям, посланник Аллаха сказал: «Ла ю'мину ахадукум, хатта юхибба ли ахи ма юхибба ли нафси». Хадис является Бухари Муслимом, передан единогласно. «Ла ю'мину ахадукум». Никто из вас не уверует полным иманом, пока не полюбит своему брату мусульманину то, что он любит себе. То есть нужно любить своему брату мусульманину то, что любишь себе. И сказали одни ученые, что он вероятно, что из больших грехов. Оставление этого имеется в виду братство. Братство оставление является что? И то, что разрушает братство, это является из больших грехов, имеет в виду ученые. 402, тут сказано второй, тут в книге у нас одном сказано второй, а тут 402. «Вакаля ла юмину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин ахли ва валадихи ва нафсихи ва наси аджмаин». Не уверует, сказал посланник, саллаллаху саллям, человек полной верой, пока я не буду ему любимый. То есть человек не должен любить других больше посланника, саллаллаху саллям, как он сказал, хатта акуна ахабба илейхи. Пока посланник Аллаха, саллаллаху саллям, не будет любимый для него, мин ахли, чем его семья, чем его ребенок, чем его душа, чем все люди. То есть ты должен любить посланника, саллаллаху саллям, и его слова, и его приказы, повеления ты должен любить больше всех. Самого посланника, саллаллаху саллям, значит его слова, его веления ты должен любить больше всех, чтобы у тебя была полная вера. Теперь сказано третий грех. وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به إسناده صحيح сказано. Теперь третий мы сказали. «Ла юмину ахадукум» не уверует из вас полной верой, пока его страсти, хатта якуна хаваху, пока его страсти не последует тому, что пришло, тому, чем я пришел. Лима джиту би, то есть пока его страсть не последует за Кораном и Сунной, он не уверует полной верой, сказал посланник, саллаллаху саллям. Теперь четвертое сказано, 404 или четвертое, сказано четвертым. «Валлахи ла ю'мин ман ла я'ман джаруху баваиqa». Посланник Аллаха сказал, саллаллаху саллям, клянусь вам Аллахом, он поклялся, не уверует, пока человек не обезопасит своего соседа от своего вреда. Пока человек не обезопасит от своего вреда, своего соседа, он не уверует полной верой. Будь это сосед мусульманин или не мусульманин. Итак, другой, 405 или 5. В хадисе сказано, это был у нас хадис 4, сабака тахриджу, до этого мы об этом говорили, имеется в виду. Ман раа минкум мункаран, 405 или 5. Ман раа минкум мункаран фалюгайиру биеди. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху саллям, тот, кто из вас увидел плохое дело. Мункар имеется в виду грех, тот, кто увидел. Фалюгайиру биеди, будь это неверие, будь это многобожие, будь это большой грех, маленький грех, пусть он поменяет его, сказал посланник, саллаллаху саллям, своими руками. Фаиллам ястати фабилисани. Если он не может его поменять своими руками,
то пусть он поменяет его языком, порицая. Фаиллам ястати фабикальби. Если не может он порицать языком, то и пусть он будет порицать его сердцем, чтобы не соглашался на этот грех. Неверие, многобожие, нововведение, большие грехи или маленькие грехи. Вадалика адафуль иман. Раваху Муслим. Имам Муслим передал этот хадис, и оно является, сказал посланник, саллаллаху салям, самой минимальной степени имана. Тот, кто порицает порицаемые руками, финансами, участвовал он против неверия. Убирал неверие, допустим. Многобожие он убирал. Нововведение убирал. Большие грехи он убирал. Маленькие грехи убирал он. Итак, бывает, человек не может порицать руками, тогда он порицает языком. Не может он порицать языком, тогда он переходит чего? Сердцем. А если ты соглашаешься, наоборот, то ты промолчал ты. Согласился ты, имеется в виду, согласился со своим сердцем, даже промолчал и согласился, он является как участником опасно. И это ученые сказали, быть возможно, это является из больших грехов. Итак, 406 грех или 6 грех, как тут перечисляется тоже, в хадисе Муслиме, хадис приводит имам Муслим фи зальмати. Что касается несправедливости, «Фаман джахадухум биеди фау му'минун», тот, кто борется против несправедливости, против тирании, он является му'мином, сказал посланник, саллаллаху алейхи, будь это рукой или финансом, языком, быть может, он еще сердцем порицает это все. «Фаман джахадухум билисани», тот, кто борется против неверия, многобожия, также нововведений, больших грехов, маленьких грехов, посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи, в хадисе в этом, «Ваман джахадухум билисани фау му'мин», тот, кто борется против него, мы перечислили, как бывает борьба, тот, кто борется со своим языком, тот тоже верующий, сказал он. «Ваман джахадухум бикальби», тот, кто борется против этого всего перечисленного, тот является, даже если он делает джихад своим сердцем, делает дуа против него, фахуа му'мин, он является верующим, сказал. «Лейса вара адалика мин имани хаббату хардалин». И не является у него имана, сказал посланник, саллаллаху салям, если он не порицает даже сердцем. Молча, даже если сердцем не порицает, а соглашается, он, тогда у него нету имана, сказано. Если он соглашается неверием, многобожием, нововведением, большими грехами или маленькими грехами. И так дальше. Это приводится имам Муслимом, как мы сказали, от Абдулла бин Мас'уда. Теперь дальше идет другой далиль на то, что аля анна ман лам юнкир мааси би кальби, тот, кто не порицает своим сердцем грехи, вала явадду завалуха, и он не желает отстранения этих грехов, фа иннаху адимуль иман, он не имеет веры. ومن جهاد القلب التوجه إلى الله تعالى في أن يمحق الباطل وأهله أو يصلحهم. Из веры человека является борьба сердцем. Борьба сердцем, обращаться к Аллаху Всевышнему, чтобы Аллах уничтожил это неправильное неверие, многобожие, большие грехи или маленькое, и также их финансисты, спонсоры, тот, кто стоит за этим, имеется в виду, чтобы те, кто, как говорится, да, распространяет это неверие, распространяет, помогает неверию, или надо просить Аллаха, чтобы Аллах их исправил, чтобы Аллах их исправил в лучшую сторону. И теперь 407 грех. 407 грех. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. Среди вас используют правители, сказал посланник, саллаллаху алейхи, правители мусульман, амиров. فتعرفون وتنكرون. Из них то, что подобает ма'руфом, как говорится, да, вы познаете и ма'руфом. Есть такие вещи порицаемые, которые вы порицаете. Фаман кария факат бария, то, что порицаемый, вы если презираете, то он спасся. Если он порицаемый презирает, тогда он спасся. Фаман анкара факат салима, если он порицал, то он спасся, сказал посланник, саллаллаху салям. Бария очистился, бария. А второй фраза идет, ваман анкара факат салима, тот, кто порицал это, тогда он спасся. Валакин ман радия ва таба, а тот, кто согласился и последовал за этим тираном, тогда он что? Тогда получается тот же участников. Киля фаляну катилюм, посланник, саллаллаху салям, спросили, вести нам борьбу против них, о посланник Аллаха, саллаллаху салям. Ля, сказал посланник, саллаллаху салям, не ведите против них борьбу. Ма акаму фикум ус-соля, пока они выставляют среди вас, или будучи имамами, или среди вас, пока они выставляют намаз,
не борьтесь против этих руководителей, амиров, имамов. Сказано, хадис раваху имам Муслим. Коротко, быстро прохожу, не могу вам объяснить фикх этого всего. Очень много фикха. Мы до этого, наверное, вам говорили много чего о фикхе, понимании этих некоторых хадисов, которые пришло непосредственно в своих главах. وَقَدْمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, проходил через две могилы. فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ фِي كَبِيرٍ. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, когда проходил, он говорил, в эти две могилы наказываются, два человека, которые в двух могилах наказываются. Однако перед людьми это грехи небольшие, однако в шариате эти грехи большие. Баля иннаху кабирун, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, но нет, оно является большим. Что касается одного из них, один не очищался, ла ястанзиху, ва фи лафзин, ла ястатиру, в одном фразе говорится, не очищался после маленькой нужды. В другом слове сказано, что он не прикрывал свой аурат, прилюдно показывал аурат, когда он делал нужду свою. Мин баулихи, маленькой нужды. Аммаль ахр факан ямши бин намима. Второй человек, который мучается в могиле, он наказывается, потому что он сплетничал между людьми, разносил сплетни. Быть может, между государственными органами, быть может, между двумя человеками, между мечетями. 409 грех. Абдулла бин Умар передает этот хадис. Али наби саллаллаху алейхи ва саллям кал, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Ман а'ала аля хусуматин, ман а'ана аля хусуматин, бигайри хаккин кана фи сахати Аллахи хатта янзя". Если человек защищает какого-то человека, преступник он, шариатский судья вынес решение, или муфти вынес решение за то, что он не пришел на када. Муфти какой? Обоюдным согласием бывает. Или если вертикаль власти, если государственная шариатская власть, у них есть свой официальный кады или муфти есть. Он и выносит решение шариатское правление. Не демократическое, а шариатское правление выносит решение. И тот, кто не пришел, этот преступник, на шариатский суд, и он был преступником, украл, он своровал, он притеснил, он ударил, он не пришел он на шариатский суд, и после этого вынесли решение, кады и муфти вынесли решение, что он преступник, и бывает заступается, или помогает ему, заступаясь, прикрывая его преступление. Мана'ана аля хусуматин, тот, кто защищает преступника бигайри хаккин, без права шариата, кана фи сахатиллах, этот ученый, будь это мулла, он будь имам, он будь кто бы он не был, он будет под гневом Аллаха, хатта янзя, пока он не оставит этого, пока не оставит это свое, как говорится, неправильное поведение. Зульм, несправедливость из больших грехов имеется в виду. Как ученые тут сказали, что это, быть может, из больших грехов. Как ученые сказали, это является прикрыванием преступника. Вакаля набию саллаллаху алейхи ва саллям, также сказано в другом хадисе. Этот хадис передал нам Хаким, сахиху иснад валам юхриджа. Аль-макру валь-хадиату финнари, сказано в хадисе, также достоверный хадис, он сильный иснад у него. Аль-макру, хитрость. Валь-хадиату, макр, это козни. Валь-хадия, это уже хитрость, обман. Финнари, сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям. То есть хитрость и обман, или козни и обман, они оба являются в аду, одном котором смысле, то есть в плохом смысле. 411 теперь грех. Это 410 был, 411 грех. Вакаля ла'ана Аллаху аль-мухаллила валь-мухаллала лаху. Джаа залика мин ваджхайни джайидайни анху. Саллаллаху алейхи ва саллям. Оба пришло, как говорится, хорошим текстами пришли от посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Ла'ана Аллах. Аллах проклял кого? Тот, кто дозволяет, и тот, кто становится дозволителем, да, уже он дозволил, да, всего. Аль-мухаллала лаху. Для кого дозволяет, он соглашается, что ему дозволяет чего? Брак такой. Допустим, женщина 3 раза разведенная, и она соглашается, или кто-то другой соглашается на такую женитьбу. То есть, брат говорит, я развелся со своей женой, но не хочу, чтобы ты с ней жил, то есть совокуплялся. Я хочу, чтобы ты никак прочитал, и потом ее мне вернул, чтобы она была для меня дозвольная. Это харам, это проклятие Аллаха, такие браки. Ва'анху, также в 412 или 12 грехе сказано в нашем книге, в 12 грехе, «Ман хаббаба алам риин зауджатаху ау мамлукаху фалейса минна». Раваху Абу Дауд приводит этот хадис. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: тот, кто травит жену против мужа, свекр, свекровь, теща, тесть травит, бывает, жену, дочку травит, или мужа против жены, скажем, то есть семью они разрушают.
Тут имеется в виду сам по себе хадиси, тот, кто травит жену против мужа. О мамлюкау, или травит своего, то есть раба против своего господина, тот не из нас, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, это является большим грехом, что это явно фалейса минна, сказано в хадисе. 413 или 13 грех сказан теперь. Аль-айю валь-хаяу шу'бата мин аль-имани, валь-бадау валь-джафау шу'бата мин аль-нифаки. Хада сахихун. Этот хадис тоже достоверный. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, аль-айю валь-хая. Аль-ай, это имеется в виду мало разговорчивость, мало говорить. То есть мало говорит, ненужные вещи не говорит, молчит он. Аль-хаяу, скромность является что? Из веры, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Аль-айю валь-хаяу шу'батани мин аль-иман. Это две ветви являются из веры, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, скромность. Валь-базау, сквернословие, противные слова говорить, харамные слова говорить. Харамные слова говорить, это является из больших грехов сказано. Валь-джафаа. Джафа это что получается? Бесстыдство. Бесстыжие бывает, некоторые люди говорят, я предводитель, он не предводитель. Говорят они, что мы главные. Говорят, нет, вы не главные, вы у себя главные, быть может. Нет, мы все, альхамдулилля, братья, нужно сказать, который сошел с ума таким образом. Аль-айю валь-хаяу шу'батан мин иман. Если человек стыдится он, стесняется он, мало говорит он, тогда у него есть иман. Но тогда человек, когда он вредит своим языком, риба делает, намима, бухтан делает, клевету он делает. И также сказано, аль-ай, сказано, тот, кто исполняет свои обязанности, и суннаты исполняет, сказано, одном из толкований ученых, когда они толкуют, Аллаху алям. А также валь-бадау валь-джафау, имеется в виду также сквернословие, как мы сказали, также риба, намима, харамными словами говорить, также бесстыжесть валь-джафа является из двух ветвь лицемерия, сказано в хадисе посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. 414 аль-хаяу мин аль-иман. Скромность из имана, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, валь имана мин аль-джанна, а вера является в раю, он сказал, из рая. Валь база мин аль-джафаи, база сквернословие, то есть плохие слова говорить, харамные слова имеется в виду. Мин аль-джафаи является из бесстыжества, то есть у него нету стыда, как турки говорят, шарафсиз у человека получается. Валь джафау финнари, джафа это что получается? Бесстыжесть будет в аду, имеется в виду, если человек не стыдится, открывает свой аурат, как мы перечислили только что. Также он говорит то, что ему люди не доверили. Ему, может быть, доверил его джамаат, его группа доверила. И эти люди, если его поддерживают, они тоже участники будут в этом грехе. И посланник Аллаха сказал, аль-джафау финнар. Джафа будет, бесстыжесть будет в аду, сказал. Раваху Хушайм ан Мансур ан Зазан ан Хасан ан Аби Бакрата. Итак, 415, также тут тоже у нас идет 15, он получается по числу. Сказано, Раваху Мухаммад бин Умар бин Аби Сальма ан Аби Хурайрата ва килахума сахиху. Однако, тут 416 приводится, тут 415 приводится. Ман мата ва лейса алейхи имаму джамаатин, фа инна маутатаху маутатул джахилия. Иснаду сахих, иснаду он достоверно приводит Хаким аля шарт шейхейн. Так сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кто умирает, когда он умирает, нету у него присяги имаму джамаата мусульман. Джамаат мусульман, быть может, общий весь джамаат для уммата. Быть может, в определенной стране, имарати. Быть может, это в определенном городе. Быть может, в своем мечети. Если нету общего, будь это в стране или в городе, тогда должно быть чего? Порядок мусульман автоматически. Автоматический порядок должен быть, ты должен уважать своего имама в мечети. Ман мата валейса алейхи. Если на нем нету чего? Имаму джамаатин. Если нету у них имама джамаата, тот, кто умер. Валейса алейхи. На нем нету подчинения своему имаму джамаата. Представляете, уходит в Африку некоторые, оставляя свой джамаат. Алейхи имаму джамаатин, фа инна маутатау маутатул джахилия. Тогда тут имеется в виду на самом-то деле в конечности, то есть этого хадиса, его смерть будет смертью джахилии. Одни ученые сказали, это общий имам. Другие сказали, это имара тоже туда входит. Его смерть будет джахилитской, если у него нет присяги общему имаму или общему государственному имаму мусульман. Если нет шариатского имама мусульман,
то автоматически остается у тебя имам мечети. Но эта присяга не как государственная, и некоторые, как имамы, себя возобновили, как будто они в городе имамы, на весь город, как будто он шариат поставил в этом городе. Нет тут там в городе шариата, там демократия быть может. Нет в этой стране тогда, если шариата, не возобнови себя имамом для всех мусульман. Это называется самозванчество, получается. То есть раздул он то, что нет. И некоторые муфтии так же себя ведут, как будто они все муфтии, то есть эти муфтии являются муфтием для всей страны. Нет, быть может, государство дало демократические точки зрения, но не шариатской точки зрения. У шариата есть свои условия для избирания имама и муфтия. Дальше. Вакалу Сулейман бин Муса сказал в 417 грехе, набба'ана, или 17 тут сказано. Набба'ана Ваккас бин Раби'a. Сообщил нам Ваккас бин Раби'a. Ан Мустауридин бин Шаддад. Каля Расулуллах саллаллаху алейхи посланник Аллаха сказал, ман акаля би муслимин аклятан ат'амаху Аллаху биа аклята мин нари йоум аль-кияма. То есть тот, кто съест мусульманина, долю имеется в виду, да, его часть, его доли съел он незаконно. Представляете? Я извиняюсь. Чихнуть хотел, не получилось. Ман акаля би муслимин аклятан ат'амаху Аллаху биа аклятан мин нари йоум аль-кияма. Судный день он съест из огня ада. Тот, кто сел из права мусульманина. Быть может, он сказал, я являюсь предводителем мусульман, и ихний имени от ихних мусульман, он говорит, я главный от всех мусульман. Или женщины бывают, мы главные от всех мусульман, говорит они. Вас избирали мусульмане? Нет, не избирали. Вас избирали мусульмане этого города? Нет, не избирали. Тогда до свидания. Порядок не соблюдают они. Порядок ислама не соблюдает, тогда они кушают, доля бывает, доля пирожка, быть может, доля нефти, газа, полезные ископаемые, тогда они съедают кусок ада, сказал посланник, саллаллаху алейхи, будьте осторожны. «Ваман акама би муслим макама сум'атин, акамаху Аллаху йоум аль-киямат макама рия ва сум'атин». То есть, если человек стал макама сум'атин, известность, да, сума, известность, публичность. Некоторые любят быть публичными. Валлахи, из-за необходимости начал я быть публичным. Из-за необходимости. Вижу, что есть необходимость, поэтому только. Итак, люди посягают на права мусульман. Под именем, что они даватчики, шейхи, имамы. Посягают на право мусульман, на кровь мусульман, на имущество мусульман. Скажите им, успокойтесь. Ваш уровень своей медиа, ваш уровень вашей мечети, ваш уровень, быть может, в вашем городе вы старший. И больше ничто. Больше нет. Потому что вас народ не избрал, мусульмане избрали. Есть порядок для этого всего. Итак, он будет в судный день седать макам рияин, из-за лицемерия, из-за показухи он будет седать это все. То есть наказываться этот человек будет. Он ктасаби муслимин таубан. И тот, кто взял одежду из мусульманской доли, таубан касаху Аллаху тауба мин нари. Аллах оденет на него одежду из чего? Из доли огня Аллах оденет, потому что они взяли не по праву. Имеется в виду, не трогайте, пожалуйста, право мусульман. Сахих аль-Хаким. Также 418 грех. Аби Хараш приводит этот хадис. Он услышал, что посланник, саллаллаху алейхи, сказал, «Ман хаджара ахаху санатан фауа касафки дами». Тот, кто оставил мусульманина на год, подобие тому, кто провел мусульманина кровь. Тот, кто оставил мусульманина на год, подобие тому, кто оставил, то есть убил мусульманина. Без разницы, какого мусульманина. Итак, 419 грех от Абдулла бин Умара приводится, что посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи, «Ман халат шафаату дуна хадди мин худудилля, факад дадда Аллах фи амри». Иснаду джаид. Тот, кто заступался. Халат имеется в виду, стал преградой. Есть преступник, есть он. Преступник он. И его ходатайство, его хвала, его похвала, скажем, может быть еще. Его красивые слова, заступаясь за этого преступника, шафаат он делает. Дуна хаддин. Даже он не наказываемый грех он сделал. Дуна хаддин. Не наказываемый грех он сделал. Мин худудиллах. Не наказываемый грех он из грехов, которые наказываются законом шариата. Тот, факад дадда Аллах фи амри. Он пошел против приказа Аллаха субхану ва тааля, этот человек. Представляете, сегодня, как муллы, челмоносцы, разные они бывают, заступаются за преступников. Вакала набию саллаллаху саллям, инна раджул ла ятакалам би калима мин сахатилля. 420 теперь. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху саллям, человек скажет такое слово,
бикалимати мин сахат илля, гневающая Аллаха, ла юлки лаха балан яхви биха фи джаханнам. Хадис привел имам Бухари. Человек скажет слово, не будет он обращать внимание на это слово, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, и его бросит в огонь. Это слово гневающее Аллаха, и он не обращает на это внимания. И его заведут в огонь. Яхви биха фи джаханнам. За это слово он будет в аду. И это большой грех имеется в виду. Инна раджула, то есть те ученые говорят, возможно. 421 теперь. Тут 421 хадис приводится. Инна раджула ятакалам бикалямати мин ридван Аллах ма язунну ан таблуга ма балагат яктубу Аллаху лаху биха ридвану иля йом аль-кияма. Ва инна раджула ятакалам бикалямати мин сахати Аллах ма кан язунну ан таблуга ма балагат яктубу Аллаху лаху биха сахатах иля йом ялках. Хадис передал имам Муслим. То есть посланник Аллаха, что он нам говорит, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе. Человек скажет такое слово из довольства Аллаха, и он не думал, что это достигнет до такой степени, это слово высшей степени. Он порицал порицаемо, будь это от шейха, от амира. Он был публично, он опубликовал свои грехи. Он, допустим, сделал публично это все. И не раскаялся он. Тогда он должен также порицать. И он порицал порицаемо, и Аллах его возвысил, этого человека. Но только не чрезмерствуй. Это брат мусульманин. Ты не должен его полностью не любить. Не имеешь права. Баракаллаху фикум. Ты должен контролировать свой иман. И то, что порицаешь в рамках шариата. Яктубу Аллаху лаху биха ридван иля йом аль-кияма. Аллах запишет этого человека, что Аллах доволен этому человеку в судный день. Ва инна раджула ятакалям, человек скажет такое слово из гнева, из слова, которое гневает Аллаха. Ма кан язун, он не думал, что достигнет это, как достигает. Яктубу Аллаху лаху биха сахатах. И Аллах запишет, что Аллах разгневался на этого человека, пока он не встретится с Аллахом. Поэтому берегите свои слова, не раскидывайте словами налево-направо. Также от Бурайда, это 422 или 22 сказано, от Бурайда передается этот хадис, что посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ла такулу лиль мунафики я сайид». Не говорите лицемеру, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, о господин. Лицемеру не говорят, о господин. فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. فإنه إن يكن, если он не будет, если он не будет, سيدا فقد أسخطتم ربكم, вы разгневали своего Господа великого, могущественного. То есть не говорите на кого? На лицемера, на фасика, также в другом версии. Не говорите господин, не говорите уважаемым такими словами. Итак, 423. Вакаля набию саллаллаху саллям. Это, быть может, из больших грехов мы перечисляем хадисы. Хадисе посланника саллаллаху саллям, в другом хадисе, саллаллаху саллям, скажите, аяту мунафика таласа. Признак лицемерия 3, он сказал посланник саллаллаху саллям. Иза хаддаса казабу, иза ваада ахрафа, иза тумина хан. Хадис Бухари Муслима. 3 признака лицемерия, если он собирается, или 4 еще добавляется, то он полный лицемер, сказан в другом хадисе. Тут сказано 3 признака лицемерия. Когда он говорит много, он лжет. Когда дает он обещание, нарушает. Когда ему доверяет, предает он. Представляете, если он предает государство и народ, и тем более умму Мухаммада саллаллаху саллям. فأما الكذب والخيانة فقد مر أما خلف والوعد فهو مقصود بالذكر هنا. Что касается, мы говорили о лжи, обмане лжи, предательству, мы говорили хияне, до этого мы говорили более подробно. И что касается нарушения обещаний, тут имеется в виду в хадисе нарушение обещаний. И тут приводится аят из сурата Тауба, 75-77 аяты. Я эти аяты оставлю. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ. Сказано в аяте لَنَصَّدَّقَنَّ. То есть мы непременно будем давать садака. Извиняюсь, я очень спешу, поэтому хочу быстро закончить. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ. Из них те, кто обещает Аллаху. Если Аллах дарует им, что благо Аллаха, то мы непременно сделаем милостыню. И сделаем милостыню, будем из праведников, они говорят. И дальше аяты сами посмотрите, хорошо? Просто время у нас. И дальше другой аят приходит 76-77. Сами посмотрите. Итак, они обещали, если Аллах даст им богатство, мы сделаем садака. И Аллах дал богатство, ты делаешь садака или нет каждый день и каждый месяц. Ты сам смотри на свой иман.
424 или 24 грех. От Зайд бин Аркама приводится от посланника, саллаллаху салям, «Ман лам яхуд мин шариби фалейса минна». Тот, кто не укорачивает, сказал посланник, саллаллаху салям, в свои усы, тот не из нас. Хадис достоверно приводит его имам Тирмизи. Это более достоверно сказано, быть может, из больших грехов, сказали ученые. Имам Захаби его книги приводится. Также Ибн Нахас есть книга «Тамбихуль гафилин». В этом книге тоже перечисляется очень много больших грехов. Из умуруль джахилия называется, из действий, джахилитских действий, которые многие мусульмане сегодня делают. И думают они, почему Аллах не помогает этой общине, потому что мы, умма Мухаммада, большинство, не оставили эту джахилию, имеется в виду эти грехи. И так дальше. Маллам яхуд мин шариби, тот, кто не укорачивает свои усы, будь это сверху, будь это оттуда сверху или с губы сверху. Тот, кто не укорачивает, сказал посланник, саллаллаху алейхи минна. Также в другом хадисе Абдуллах бин Умара приводится, халифуль маджус, сказал посланник, саллаллаху алейхи вафарруль лиха вахфу шавариб. Хадис Бухари Муслима. То есть противоречите огнепоклонникам, он сказал. Укорачивай, то есть отпускайте, он сказал, фарруль лиха, отпускайте бороды, укорачивайте усы, он сказал. Сверху губы или сверху вообще под носом. И так дальше. Каль Хасан аль-Басри сказал, Каля Умар радиаллаху анху, лакад хамамту наб'атха риджали иля амсарин. Умар бин Хаттаб хотел уничтожить, как говорится, или не уничтожить, валь-аязу билля. Лакад хамамту наб'атха. Умар бин Хаттаб сказал, Хасан аль-Басри приводит, от Умар бин Хаттаба, я хотел послать людей, областя, сказал Умар бин Хаттаб, фаянзуру кулля ман лам яхудж. Посмотреть на каждый дом, кто не сделал хадж. И имея возможность, тот, кто не сделал хадж, сказал Умар бин Хаттаб, я хотел положить на них налог, обязать их налогом джизья, как людям Писания. Мусульмане дают закат обязательно, а они дают джизья. Махум би муслимин, сказал Умар бин Хаттаб, они не являются мусульманами, имея возможность, не делают хадж. Приводит его Саид бин Мансур в сунане своем. Также 26 грех. Или 426. Аби Аюб аль-Ансари приводит, сами'а набия саллаллаху алейхи ва саллям, ман фарака байна валидати ва валадиха, фарака Аллаху байна ва байна ахаббатихи яум аль-кияма. Раваху имам Ахмад ат-Тирмизи. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кто разделяет между матерью или родителем, некоторые еще приводят, между матерью и ребенком, тот, кто разделяет мать и ребенка, Аллах их разделит в судный день. Разделит между любимыми людьми, он не встретится со своими любимыми людьми в судный день. Фарак Аллаху байна ва байна ахиббати. Тот, кто разделяет мать и ребенка. Яум аль-кияма, судный день. Поэтому я говорю матерям, готовьте свой иман, ислам. Отец имеет право забрать у вас ребенка после развода, если вы не будете праведными. Если будете нечестивыми, если не даете правильное воспитание ребенку, воспитывайте себя в имане, в исламе, в мечети, баракаллаху фикум. Дальше. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة. Хадисе في سند مقال. В этом хадисе есть слово, имеется в виду слабость. Тот, кто тот, кто уходит от мираса, варифи, кому он должен был давать наследство, он уходит с этого наследства, Аллах его накажет. Ката Аллаху мираса. Аллах его накажет мирас рая. Аллах ему не даст рая, имеется в виду, однако слабость в хадисе. 428 имеется в виду 28 век. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال, посланник Аллаха сказал, инна раджуля я'малу би та'ати Аллахи 60 сана. Человек поклоняется Аллаху 60 лет. Сумма яхдуруху аль-маут фаюдарру фи васияти. Когда ему приходит смерть, он начинает вредить в своем завещании. Не имеет права он больше третьей части завещать. Не имеет права. Фаюдарру фи васияти. Фатаджибу лаху нар. Если он делает зульм, это делает, тогда ему это будет чего? Лишение рая, зайдет он в ад за то, что он лишает своих наследников чего? Наследства. Сумма кара Абу Хурайра, потом Абу Хурайра прочитал аят из суры Ниса, 12 аят. Гайру мударин васияти мин Аллахи, валлаху алимун халим. Валлаху алимун халим. Гайру мударин, не вредя завещание от Аллаха. Аллах все знающий, Аллах кроток. Аллах кроток с слабыми людьми, которые остались. Родители ушли, быть может, маленькие дети. Зачем им вредить, баракаллаху фикум? Тем более, если и старшие, если и семьи. Итак, раваху Абу Дауд ат-Тирмизи. Также 429 грех, или 29 грех.
عن عمر بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته. Посланник саллаллаху алейхи ва саллям сидел на верблюде, обратился он. И услышали, фасами'туху, говорит, Амар бин Хариджа говорит, я услышал, говорит, инна Аллаха а'та кулли зи хаккин хакка. Посланник Аллаха сказал, Аллах дал каждому свое право. Фала васият ли варисин. Нету завещания наследнику. И так он наследует. Зачем ему завещать? Завещание можно сделать, допустим, своему брату. Если сын есть, то брат не получает наследство. Тогда, когда умирает, быть может, он напишет подарок, чтобы сделать своему брату. Много богатства, может быть, осталось. И говорит, сделайте долю для моего брата, допустим. Из-за сына решается брат. Но если дочка есть дома, или дочери есть, дядя получает наследство. Если они делают намаз, конечно. 430 грех. 430 или 30 грех. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض الفاحش البذيء. Аллах презирает сквернословника, то есть большими, как говорится, грехами. То есть получается, он в своих словах, мат, грязные слова, если он говорит, Аллах его не любит. 431 или 31 грех. Инна мин шарри наси инда Аллахи манзилат йоум аль-киямат раджун юфди иль марати ва туфди илейхи thumма яншури сирраха. Ахраджу Муслим. Имам Муслим приводит хадис, что посланник Аллаха сказал, самые худшие люди у Аллаха, степенью судный день будет те люди, которые совокупляются своими женами, будь это мужчина совокупляется или жена, и потом рассказывают то, что было между нами, то есть между ними то, что было, валь-иязу билля. Извиняюсь за, как говорится, сабку лисан на арабском языке. Сумма яншури сирраха. И 432 теперь. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. Посланник Аллаха сказал, проклятый тот, кто пришел женщине задней части, имеется в виду. Проклятый Аллах сказал. В хадисе посланника саллаллаху алейхи ва саллям привел имам Ахмад и Абу Дауд. Также в другом хадисе говорится, ла янзуруллаху иля раджулин джама амратуху фи дубуриха. Аллах не посмотрит на человека, имеется в виду судный день. Аллах не посмотрит тот, кто имел отношение с женой с задней части. Имеется в виду из больших грехов. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال, также посланник Аллаха сказал, ман ата хайдан, тот, кто имел совокупление со своей женой во время очищения женщины, о имрата фи дубуриха, или задней части, там, где не бывает детей, о каинан, если он имел это отношение, то Аллах, субхану ва та'аля, что нам говорит? То есть в хадисе посланника, что нам говорится? Или пришел он к колдуну и поверил колдуну, он проявил неверие. Проявил неверие за то, что он сделал чего? Совокупление с очищающим женщинам или другое, то, что мы сказали. И также, если он поверил колдуну, это является из неверия. То есть его иман разрушается, если он поверил колдуну. Пошел он к колдуну просто, это является большой грех. А если он поверил гадалке колдуну, то это неверие. И другом, дальше говорится в хадисе, бари амимма унзиля аля Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Он чист от того, что было ниспослано пророку Мухаммаду. Хадис привел и Абу Дауд, и Тирмизи. Валейси иснаду бикаимин. Иснад не такой сильный, однако есть смысл. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. Бухари, Муслима приводится. Если человек, сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям, итталя алейка, зашел к тебе домой, зашел без спроса к тебе домой, зашел он, или посмотрел к тебе в окно, посмотрел он, без твоего разрешения он тебе зашел, и ты кинул его что-то, допустим, и выколол его глаз ты, допустим, или убил его нечаянно, допустим, или выколол его глаз, допустим, макана алейка джунах, тебе нету за это греха, нечего было смотреть тайно чужие дома. Не смотрит тайно чужие дома, это харам, имеется в виду из больших грехов будет это. Харам. Дальше 36-й грех. Заканчиваем, иншаллах. Или 436-й. Ман итталаа фи байти каумин бигайри иднин факад халля лахум ан яфкау айнаху. Тот, кто, в хадисе Муслима приводится достоверно, тот, кто итталаа фи байти, посмотрел чужой дом он, и зашел он без разрешения в чужой дом. Бигайри иднин, или чужую страну, допустим, чужой дом, не заходит без разрешения. Факад халля лахум, разрешается нефка айнаху. Выколоть его глаза, то есть шпионил, имеется в виду за чужими домами. Ну, государство не более не подходит, однако подходит киясан. Хорошо. Зияд бин Хусейн говорит, ан Аби Алия, ан Ибн Аббас, ради Аллаху анхума. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям, иякум валь гулу, фа иннама халяка ман кана каблакум бил гулу. Посланник Аллаха сказал саллаллаху алейхи ва саллям, будьте осторожны, имеется в виду большой грех.
чрезмерство религии. Люди погибли, те, которые были до вас, из-за того, что они чрезмерствовали в вероубеждении или в поклонении чрезмерствовали. И также приводится дальше, это приводит имам Насаи, Китаб аль-Хаджи. Аллах приводит сурту Маиди о чрезмерстве, говорит Аллах: «Куль я ахли китаби ла таглу фи диникум гайра аль-хакки, ва ла таттабиу ахваа кауми кад даллу мин кабл, ва даллу катира, ва даллу ан саваи сабиль». Аллах говорит: «Я ахли китаби ла таглу фи диникум». О люди, «Уль», сказал Аллах, скажи им: «О люди Писаний, не чрезмерствуйте своей религии». И также нам говорит Аллах об этом, чтобы не чрезмерствовали. Вакад Адда ибн Хазм сказал: «Аль-гулу фи дини», чрезмерство религии является из больших грехов. 438 или 38 грех. Ибн Умар говорит, ради Аллаху анхума, али наби саллаллаху алейхи ва саллям кал: «Ман хулифа лаху биллах фальярда». Тому, кому клялись именем Аллаха, пусть он будет доволен этой клятвой. «Ваман лам ярда фалейса мин Аллах». «Ваман лам ярда», если он недоволен, то не Аллаха он, то он фалейса мин Аллах, нет Аллаха он. То есть Аллах не будет им доволен. Опасность. Ибн Маджа приводит: поэтому клятва Аллахом является великим делом. Если клянуться именем Аллаха, должны поверить. 439 тут сказано о нашей книге. 400, то есть нашей книге это получается уже 39 он будет. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم, я перепутал тут номерами, извиняюсь. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. Хадис передал имам Тирмизи. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям: не зайдет в рай человек, тот, кто обманывает, своим обманом строит козни, травливает людей. Хабба имеется в виду обман. Валя маннанун, сплетник, который разносит, не зайдет в рай. Также жадный не зайдет в рай, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Однако в этом хадисе есть слабость и снади. Вакаля набию, саллаллаху алейхи ва саллям, также 440 имеется в виду. 440. Кафа биль мари итман аюдайя ама якут. Человеку достаточно греха, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, если он не обеспечивает необходимыми свою семью, если он не обеспечивает. Человеку достаточно греха, если он не обеспечивает свою семью, то есть необходимым. Вакаля 441 теперь. Кафа бильбар итман ан юхаддиса бикулли ма самиа. Достаточно человеку греха, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывать о том, что он все слышит. Не надо рассказывать все то, что слышишь. И так приводится Суратуль Хадид, 24 аят. И также приводится Али Имран, 140 аят. Сами посмотрите под этот грех, который мы сказали, рассказывают то, что все слышат. Также приводится аят Сурату Мухаммада, 38 аят. Суратуль Лейль, 8-11 аят. Суратуль Хакка, 28 аят. Суратуль А'раф, 48 аят. Суратуль Хашр, 9 аят. Дальше в хадисе говорится: «Иттаку зульма», сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, бойтесь притеснений. Фаинна зульма зулумат яум аль-кияма. Притеснение это будет тьма, не один, а много тьмы будет в судный день. Ваттаку шуха, фаинна шуха ахляка ман кана каблякум. Бойтесь жадности, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Поистине погубила людей до вас, те, которые были до вас, погубила жадность. Жадность за власть, жадность за кресло, жадность за, как говорится, я амир, я ваш повелитель, я ваш министр. Нету. Если нету, нет. Если не избирали должным образом по шариату, по исламу, нету тогда у нас, среди нас. Среди нас порядок есть. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أخرجوا مسلم. То есть те люди, которые говорят, что они являются предводителем кого-то, какого-то народа или уммата или города, и не избирали мусульмане их, тогда они являются самозванцами. И посланник Аллаха в хадисе Сахих Муслима приводится, что нам говорит: حملهم على أن سفكوا دماءهم. Из-за того, что эти притеснители, то есть самозванцы, притеснители, из-за того, что говорят, что случилось? Сафаку димаахум, они из-за этого начали проливать свою кровь между собой. Вастахаллу махариму, они начали дозволять запрещенное. Кровь, честь и все. Почему? Почему это случилось? Потому что они посягнули на власть, а власть это общее всех. Если мусульманская власть, мусульман всех это является. Баракаллаху фикум, нельзя. Это является посягательство на честь, на кровь, на имущество и на религию мусульман, если имеется в виду над мусульманами власть. Вакаля набию, саллаллаху алейхи ва саллям, 443, тут приводится хадис.
وَأَيُّدَائِنْ أَدْوَى مِنَ بُخْلِ. Какое может, сказал посланник, саллаллаху сказать, более опасной болезни, чем жадность? Да, жадность опасная болезнь, очень жадная. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, также сказал посланник в другом хадисе, 444, «Салату мухликатун». 3 греха являются гибельными грехами, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, «Шухуль мута», то есть жадность, которой ты следуешь за ним, подчиняешься ему. «Вахава муттаба», страсть, которой ты следуешь. «Ваяджабу кулли дираим бираихи». Субханаллах, как сегодня это распространено. И каждый тот, кто удивляется своим мнением, скажет о мнении, удивляется своим мнением и хочет, чтобы все следовали за его мнением. Это является что? Тирания фирауна. Это губительные грехи. Теперь в другом хадисе, 445-м, Сахау Тирмизи сказал достоверно, что посланник Аллаха сказал: «Ла'ана аль-джалиса васат аль-халакати». Аллах проклял тот, кто садится вокруг маджлиса. Вокруг маджлиса, кто садится. Маджлис, в середине насидятся. Ван Аби Хурайра 446 говорится, что от Аби Хурайра «Фаинна аль-хасада», то есть посланник Аллаха, что нам говорит? «Иякум аль-хасад», осторожно от зависти. Поистине к зависти он сказал: «Якуль аль-хасанат», оно поедает добрые дела. «Камата кулю нару аль-хатаб», как дрова кушает огонь, также зависть поедает добрые дела. Будьте осторожны от зависти. Абу Дауд приводит это. Также в 447-м «Лау я'лямуль мару байни ядай мусалли», если бы знали вы люди, кто проходит через молящегося человека, молится человек и проходит некоторые перед ним. Там, где его сутра, и между ним проходят они, не за сутром. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал дальше: «Лакана якифа арба'ина хайр лау», лучше ему ждать 40, сказано в хадисе Бухари и также Муслима. Также приводится другой хадис в таком же смысле: «Лау я'ламуль мару байни ядай мусалли, мада алейхи лакан якифу арба'ина хайран лаху». Ему лучше было бы ждать 40, чем проходить перед молящимся человеком. 448 также: «Иза салля ахадукум иля маястуру минан наси». Лучше что? Молиться за тем, чем можно тебя прикрыть, как стена, допустим, столб, допустим, колонны. Фарада ахадун аньячтаза байни ядайхи фальядфаху фи нахри. Посланник Аллаха сказал: отстраните его, поставьте руку, чтобы не прошел. Фаин аба фалюкатилу, если он не останавливается, отстрани его. Фаиннама хуа шайтан, это является шайтаном, сказано. Как в другом версии сказано: фаинна ма'аху карин, вместе с ним есть джин, шайтан, карин называется. Это версия Муслима приводится. 440, то есть 450 тут сказано, последний уже хадис получается. Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, хадис приводит Абу Хурайра. Муслим приводит этот хадис. Что нам говорит посланник, саллаллаху алейхи ва саллям? «Валлади нафси биеди», клянусь, чьей длани моя душа. «Ла тадхулуна аль-джанна хатта тубину», вы не зайдете в рай, пока не уверуете, он сказал. «Валя тубину хатта тахаббу», вы не полюбите, то есть вы не уверуете, пока не полюбите друг друга. «Аваля адуллукум аля шейн ида фа'альтумуху тахаббтум», рассказать ли вам на то, что если вы этого сделаете, вы полюбите друг друга. «Афшу салама байнакум», сказал. Вы полюбите друг друга, если этого сделаете, распространяйте между собой мира. Мир исходит от Аллаха. Посмотрите, что нам говорит Аллах, субхану ва тааля, в его законах, чтобы был мир на земле, чтобы царствовал мир, но не проклятие, субхану ва тааля. Чтобы Аллах нас не проклял, надо жить по законам Аллаха, где бы мы ни были. Баракаллаху фикум, ва альхамдулиллахи раббил аламин, ва саллаллаху аля сайидина Мухаммад, ва аля ва сахби ва саллям. На этом мы закончим, инша Аллах. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. 70 больших грехов мы закончили. Джазакумуллаху хайран. В следующий раз начнем другую книгу. Я извиняюсь, что спешил. Хотел быстро закончить, однако много времени заняло. Все-таки баракаллаху фикум за понимание.